Уважаемый суд, участники процесса, наконец-то мы подошли к прениям сторон по столь важному, значительному уголовному делу. Я хотела бы сразу обратиться ко всем участникам процесса о том, что согласно 383 статьи УПК выступающим не ограничится время для прений, и согласно статье 114 УПК РК к обстоятельствам, установленным без доказательств, относятся общеизвестные факты, и в своей речи мы будем ссылаться на общеизвестные факты, не подлежащие доказанию, то есть практику судебных дел именно по этой статье, по 146 пыткам. Я недаром сказала, что данное уголовное дело является важным, потому что оно является стратегическим для Казахстана. И в случае, если потерпевшие не найдут справедливости в Казахстане, данное дело дойдет до Комитета ООН против пыток. Согласно статье 4 Конституции РК, международные договоры ратифицированной Республикой Казахстан имеют приоритет перед законами. Как известно, еще в 1998 году Казахстан присоединился к Конвенции ООН против пыток, а в 2008 году ратифицировал факультативный протокол к этой конвенции. Казахстан отчитался перед Комитетом ООН против пыток, и эксперты Казахстана в прошлом году после внесение изменений в статью 146 эксперты комитета позитивно оценили усиление законодательства о пыток, положительно отозвались о принятии властями Казахстана закона, которое вводит определение лица жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращения пытки. Очень жаль, что квалификация подсудимых будет по старой редакции статьи 46 УК РК, так как события происходили в январе 2002 года, то есть до принятия данных изменений в закон. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинства видов обращения и наказания, никакие исключительные обстоятельства, какие бы они ни были, будь то состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут служить оправданием пыток. Это пункт 2 статьи 2. Приказ вышестоящего начальника или государственной власти не может служить оправданием пыток. Пункт 3 статьи 2. Хотела бы обратить внимание суда, что все подсудимые все время ссылаются на то, что был приказ. Это как раз-то отягчает их положение, и об этом прямо говорится как в УПК, так и в Конвенции против пыток. Хотим привести анализ уголовного дела по Казахстану, по пыткам, по январским событиям. Я, конечно, большой анализ сделал, но я коротко напомню только фамилии и даты. После январских событий 2002 года дела по пыткам должностных лиц широко освещались в СМИ, и все суды были открытыми, кроме дела в отношении 11 сотрудников КНБ, который рассматривал Турсибский районный суд. Специальные прокуроры расследовали 11 уголовных дел в отношении 34 сотрудников полиции и КНБ в отношении 84 граждан. В суд направлены дела о пытках 24 лиц в здании полиции Алматинской области, а также 3 граждан Ральченко, Бекжанов, Анафияев, которые пытали ВВС города Алматы, и здание отдела полиции Бастандыкского района, уточнил генеральный прокурор Расулов в годовщину Кантар 2002 года. Имеются приговоры и по пыткам в Алматы, Талкургане и других городах. Я эту информацию даю на момент, когда Казахстан... Да, я это сделала сообщение именно на момент, когда Казахстан отчитывался в Комитете ООН. Более того, далее уже и в прошлом году были несколько приговоров именно по 146 статье. В Алмате суд вынес приговор всем 7 полицейским, обвиняемым в пытках во время январских событий. В результате их следственных действий... Все, вы коротко сказали, каждое дело не надо зачитывать. Хорошо, давайте я только пофамильно, какой суд? Не надо фамилии, вы обозначите ситуацию. Это не имеет прямого отношения к нашему делу, суд вправе вас в этом ограничить. Все. Уважаемый судья, поэтому же изначально... Суд вам дал
возможность высказаться Хорошо. о том, что есть такие дела. Вы коротко это обозначите. Сейчас мы... Хорошо. Все. Хорошо, я только тогда сокращу и скажу о том, что уголовное дело, которое было рассмотрено в закрытом режиме, именно такое дело по 146 Турсибским районным судом, данный приговор вступил в законную силу и прошел все инстанции вплоть до Верховного суда, и на настоящий момент 10 сотрудников полиции отбывают наказание. Еще раз делать Хорошо. Пожалуйста. И непосредственно рассматриваем нами дело. Хорошо. Но я в прениях об этом все указала, и я хочу, чтобы эти прения были подшиты к материалам уголовного дела в соответствии с УПК. Мы являемся представителями адвоката Айдарханова Айнара Ардаковна, адвокат Жуаспаева Гульнара Галиевна и Шуманбаева Айна Сериковна являются представителями потерпевших 23 граждан Узбекистана. Я пофамильно не буду указывать, они все во всех ходатайствах есть, а также одного гражданина Республики Казахстан Алимкулова Алмаса Куанышкула. Всего по уголовному делу было выявлено 98 жертв пыток, но признаны по данному делу потерпевшим только 44 человека. Все потерпевшие по этому делу проходят свидетелями по аварийному уголовному делу номер 002 по пункту 3 части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Грабеж», которая в последующем 12 января 2022 года в 19 часов принята Турпанбаевым в свое производство. 6 января 2022 года досудебное расследование 002, рамка которого была незаконно помещенные в спецприемник граждане, были допрошены в качестве свидетелей, потом было прекращено старшим следователем Кактай за отсутствием состава уголовного правонарушения. Согласно нормам УПК, меры процессуального принуждения в виде задержания, глава 17, и меры пресечения, глава 18, не применяются к свидетелю. Почему мы неоднократно в суде задавали вопрос, были ли какие-нибудь протокола задержания, протокола меры пресечения. Все подсудимые утвердительно говорили, что выполняли приказ, и никаких у них на тот момент документов не было. Все потерпевшие были задержаны, доставлены в ВВС и содержались без всякого законного основания. Нет ни одного процессуального документа по их задержанию, доставлению и содержанию в ВВС от 6 часов до 11 суток. Все потерпевшие граждане были незаконно ограничены свободой, лишены прав на квалифицированную юридическую, медицинскую помощь, на питание, на сон и нормальные условия содержания под стражей, подвергнуты дискриминации по мотивам их национальности, языка и отношений к религии, а также безосновательных обвинений в совершении различных преступлений в городе Алматы и Алматинской области, в том числе массовых беспорядках, актов терроризма, ограблений магазинов и ломбардов, изнасилований, то есть являлись наказанием этих граждан за предполагаемое совершение ими преступления. С ведома и молчаливого согласия находившиеся в спецприемнике Абельбеков, Турпанбаев, Хамитов, Сапаков, неустановленные сотрудники управления полиции Карасайского района и департамент полиции города Алматы по отдельности заходили в камеры, выводили из камер в коридор и различные кабинеты спецприемника, где наносили специальными средствами, палкой резиновой, руками и ногами удары по различным частям тела. Подсудимых на сегодняшний день всего лишь 6 сотрудников полиции. По должностям это заместитель, начальник следственного отдела Турпанбаев в звании подполковник полиции, начальник отдела дознания Хамитов в звании майор полиции, начальник спецприема Сапаков в звании капитана полиции, следователь Шойбеков в звании старшего лейтенанта, полицейский спецприемник Айдарханов в звании сержанта, а также заместитель департамента полиции Алматы Абельбеков в звании полковник полиции. А другие неустановленные сотрудники полиции не были привлечены к уголовной ответственности, и мы не согласны с тем, что только эти 6 подсудимых участвовали в пытках, наносили телесные повреждения, и только они предстали перед судом. Мы считаем, что подсудимых должно быть хотя бы в 10 раз больше. Согласно обвинительного акта, в результате противоправных действий сотрудников полиции, правам и законным интересам граждан и охраняемым законом интересам общества и государства был причинен существенный вред, который выразился в подрыве авторитета государственной и правоохранительной службы, в нарушении прав граждан, гарантированных и Конституцией, и общепризнанными принципами и нормами международного права путем ограничения их свободы,
Пункт 1 статьи 16 Конституции. В результате незаконного, произвольного, безосновательного помещения в спецприемник и содержания там в течение длительного периода до 11 дней. Лишение квалифицированной юридической помощи. Пункт 3 статьи 13 Конституции. В результате непредоставления помощи адвоката-защитника с момента незаконного помещения в спецприемник. Пункт 3 статьи 16 Конституции. Дискриминация по мотивам национального языка, национальности, языка в отношении религии. Пункт 2 статьи 14 Конституции. В результате принуждения верующих граждан вырывать свои бороды, исполнять гимн Республики Казахстан на казахском языке и песни на узбекском языке. Неразъяснение и непредставление права на обжалование решения о помещении в спецприемник. Пункт 2 статьи 16 Конституции. Причинение физического, психического вреда, душевного страдания, страха, унижение достоинства человека. Пункт 1 статьи 17 Конституции. В результате применения длительных на протяжении нескольких дней пыток, насилия, жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения с использованием специальных и других подручных средств. Пункт 2 статьи 17 Конституции. Неуважение их прав, свободы, чести и достоинства. Пункт 1 статьи 34 Конституции. В результате высказывания нецензурной брани, оскорблений, принуждения производить уборку своими вещами следов крови и других биологических выделений в помещении спецприемника. Ограничение их прав и свобод предусмотрено статьей 13, 14 пунктом 1, статьи 16, статьей 17 Конституции, пункт 3, статьи 39 Конституции. Неоказание медицинской помощи граждан, нуждающихся в этом вследствие получения травм от пыток. Лишение питания в результате ее непредоставления на протяжении первых 3 дней содержания в спецприемнике. Лишение сна в результате регулярного применения пыток в ночное время суток. Лишение нормальных условий содержания под стражей в камерах спецприемника в результате непредоставления матрасов и постельного белья, неисправного состояния водоснабжения и канализации, содержание в переполненных камерах в течение длительного периода времени. Это все выпис из обвинительного акта. Подсудимый Турпанбаев Сирик Мухтарович, Сурпаков Бауржан Кайратович, Хамитов Турсултан Руланович, Шайбеков Арман Мусаула и Айдархан Холжас Нурумжанула обвиняется по двум статьям 146 части 1 и 362 части 1 в редакции 2002 года. И только Абельбеков Берег Конуспаевич по одной статье по 146 части 1 в редакции 2002 года. Почему указано в редакции 2002 года? Потому что в связи с массовыми пытками во время Кантара Казахстан наконец-то начал приводить в соответствии с международным требованием свои нормы. И законом Республики Казахстан от 17 марта 2023 года были внесены изменения в статью 146, часть 1, она у нас сейчас в виде жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, то есть умышленное причинение физических и психических страданий должностным лицом или лицом, выступающим в официальном качестве, либо других лиц с подстрекательством, либо с их ведома или молчаливого согласия при отсутствии признания пыток. Ранее статьи, пункты 1, 2, 3, они у нас перешли в пункты 2, 3 и 4 соответственно. Я не буду, и хотела бы, санкции данной статьи 146 было намного ужесточена. На момент рассматриваемых событий в январе 2022 года действовала старая редакция статьи 146 и часть 1 данной статьи, вот, по которой обвиняются подсудимые. Имеет санкцию несколько альтернативных видов наказаний в виде штрафа до 5000 МРП, исправительной работы, ограничения работы до 5 лет, лишение свободы до 5 лет, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Надо признать, что за такие массовые пытки во время ЧС в январе 2002 года это неадекватно мягкое наказание. 362 статья, часть 1, это превышение власти и должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий, и повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и охраняемым законным интересам общества и государства. Доводы адвокатов о нарушениях процессуального характера, я считаю, что они
несостоятельные и не спасут от меры наказания. Для производства досудебного расследования по данной статье по 146 не требуется личного заявления потерпевшего, достаточно факта пыток. Об этом требует как наше законодательство, так и международные требования Конвенции против пыток. Каждое государство-участник предпринимает эффективные законодательные, административно-судебные и другие меры для предупреждения актов пыток на любой территории под его юрисдикцией. Это статья 2 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинства видов обращения и наказания. Никакие исключительные обстоятельства, какими-то ни были, будь то состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут служить оправданием пыток. Это является отягчающим обстоятельствам, поэтому доводы подсудимых и адвокатов о том, что они исполняли приказ, это они тем самым, наоборот, отягчают свое положение. Пункт 3 статьи 2 Конвенции говорит, приказ вышестоящего начальника или государственной власти не может служить оправданием пыток. Это Конвенция против пыток, и исполняя приказ вышестоящего начальника, они совершили преступление и должны ответить по всей строгости закона. Уважаемый суд, в ходе допроса потерпевших, исследований материалов в суде подтвердились факты пыток, незаконного задержания граждан Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Потерпевший Якупов прямо опознал всех 6 подсудимых и подробно описал действия применения насилия в отношении себя. Потерпевшие граждане Узбекистана в своих заявлениях прямо указали на то, что они подверглись пыткам и жестокому обращению в СПА в селе Кошмамбет. Более того, некоторые потерпевшие указали на то, что их избивали потому, что априори считали мародерами, насильниками и террористами. В этом случае речь идет о преступлениях, называемых в международной практике преступлениями на почве ненависти. Кроме того, оскорбление задержанных по этническому признаку и по признаку гражданства является формой расовой дискриминации. Помимо того, что потерпевшие граждане Узбекистана были подвергнуты жестоким пыткам, некоторые из них были привлечены к административной ответственности и выдворены из Казахстана с запретом на въезд в РК в течение 5 лет, что значительно ограничило их право на защиту и справедливый судебный процесс. Мы считаем, что это было сделано намеренно для того, чтобы все пострадавшие не смогли себя защитить в Казахстане. Уважаемый суд, я хотела бы сказать, что группой юристов международной правовой защиты был сделан большой анализ по всем доказательствам, как на следствии и суде. Этот анализ составляет более 28 листах. Я не хочу именно зачитывать это все, хотела бы, чтобы все они были исследованы во время суда и подтверждены. Я хотела бы его как приложение к прениям предоставить вам. Состав преступлений, не вмененных в данном уголовном деле. Мы считаем, что постановление переквалификации действий всех подсудимых на часть 1 статьи 146 является незаконным. Их действия должны быть квалифицированы по пункту 1 и 3 части 2 и части 3 статьи 146 УК РК. Нами было сделано ходатайство, которое, я думаю, что вы рассмотрите в совещательной комнате. Также мы считаем, что должны быть привлечены к уголовной ответственности сотрудники Карасайского районного отдела полиции, принимавшие участие в действиях спецприемники. Нам также было заявлено ходатайство о привлечении к уголовной ответственности по части 2 статьи 128 УК РК «Торговля людьми», выразившейся в вербовке с целью трудовой дискриминации 2 и более лиц с использованием служебного положения и зависимого положения потерпевших подсудимого Хамитова, свидетеля Нарымбаева. Также имеется ходатайство открытое, которое должно быть разрешено в совещательной комнате в отношении Азербек Салтанат, начальник управления внутренних и внешних коммуникаций, должно быть предъявлено обвинение по статье 274 части 4 УК РК за распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организации, либо охраняемым законным интересам общества или государства лицом с использованием своего служебного положения, с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, и в случае чрезвычайного положения или в боевой обстановке, или в ночное, или в военное время, либо при
проведении публичных мероприятий. Санкция данной статьи наказывается ограничением свободы от 3 до 7 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Надо признать о том, что ролик, который был транслировался во всех телевидениях, во всех пабликах, онлайн, во всех интернет-ресурсах, явилось просто не понравилось, конечно, слово, но позор, который я сказала в прошлый раз, это явилось основанием, во-первых, и для возбуждения данного уголовного дела, а также насмешкой со всех международных организаций о том, что из простого киргизского джазмена Ризахунова сделали террориста, и во всем, если бы Салтанат Назарбек, которая привозила операторов и руководила всем этим, вовремя разобралась с этим, этого не было бы. Это надо признать, и я считаю, что она должна понести ответственность. Из-за ее действий непроверенная информация была распространена по всем телеканалам, соцсетям, которые в дальнейшем стало основанием для предъявления ноты протеста приграничных соседних государств. Данный факт неоднократно рассматривался в ОБСЕ, в Комитете ООН по пыткам. Благодаря потерпевшему Ризахунову Викран данное уголовное дело дошло до Карасайского районного суда Алматинской области. Также считаем, должны быть привлечены сотрудники Жамбылского районного отдела полиции, которые также участвовали в пытках, сотрудники миграционной службы, оперативного, специального отряда быстрого реагирования СОБР и другие подразделения, которые участвовали в массовых пытках. Мы не согласны с тем, что МСОК генеральных спецпрокуроров выделила факты по этим материалам в отдельное производство, но мы считаем, что оно должно быть рассмотрено вместе с данным делом. В ходе процесса неоднократно осуществлялись попытки подвергнуть сомнению доверенности потерпевших, хотя УПК не предусматривает обязательность нотариального удостоверения доверенности потерпевших. Согласно пункту 1 статьи 76 УПК РК, представителям потерпевших, гражданского истца и частного обвинителя могут быть адвокаты и иные лица, правомочные в силу закона представлять в уголовном процессе законные интересы потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя и допущенных к участию в нем постановлением органа, ведущего уголовный процесс. Органом следствия прокуратуры Шурманбаева Анна Сергеевна была признана представителем потерпевших, что соответствует их волеизъявлению и процессуальным нормам статьи 76 УПК РК. Уважаемый суд, я согласна с мнением прокурора о том, что по данному делу смягчающих обстоятельств нету, кроме там некоторых подсудимых, не успела записать, имеющих малолетних детей. Я согласна с этим, и также хотела бы обратить внимание суда, что отягчающим обстоятельством являются массовые пытки во время кантарских событий 22 года, во время чрезвычайной ситуации. Это прямо оговорено как в УПК, так и в всех международных пактах. Приказ вышестоящего начальника или государственной власти не может служить оправданием пыток. Пункт 3 статьи 2. Также, согласно статье 53 УК РК, обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание, это оказание медицинской или иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения уголовного правонарушения, независимо от последствий оказания такой помощи. Что мы видели во время суда и следствия? Люди мучились с телесными повреждениями средней и тяжкой, тяжелой степени, но медицинская помощь не была оказана. Более того, 2 врача, которые были приглашены для оказания медицинской помощи, просто формально, якобы, не все подтверждают это, осмотрели и никаких медицинских помощи не оказали. Пункт 6 статьи 53 – это добровольное возмещение имущественного вреда, причиненного в результате уголовного правонарушения, заглаживание морального и иного вреда, причиненного уголовным правонарушением. Данное действие стороны подсудимых не то что возмещение ущерба, они просто даже не признают вину и даже никакого сочувствия, сожаления. Мы с момента участия в этом деле мы слышали от родственников: вы защищаете гастарбайтеров, зачем вы их защищаете? Ну, вот такие негативные эти были.
Пункт 11 статьи 53 чистосердечное раскаяние в повинной активно способствует раскрытию уголовного правонарушения, изобличению других соучастников уголовного правонарушения, розыску имущества, добытого в результате уголовного правонарушения. Таких обстоятельств в деле не установлено. Хотелось бы обратить внимание суда на тот факт, что никто из подсудимых не принес извинений потерпевшим ни на следствии, ни в суде. Наоборот, со стороны их родственников были претензии к нам: зачем вы защищаете гастарбайтеров? Уважаемый суд, гражданские иски, которые были поданы во время предварительного следствия в отношении граждан Узбекистана на сумму 967 492 тенге, 500 тенге, просим удовлетворить в полном объеме. Хотя мы не согласны с тем, что было постановление о выделении материала в отношении кражи, в отношении сотрудников КНБ. Но я считаю, что все органы, которые участвовали в данных пытках, должны нести полную материальную, солидарную ответственность. А также гражданский иск потерпевшего Алимкулова Алмаз Коннашилу о взыскании именно Сайдарханова, Ужас Нурумжанова, моральный вред в сумме 5 миллионов тенге, судебный расход 500 тысяч, также просим удовлетворить. По всем подсудимым просим наказание в виде лишения свободы, с лишением звания. А также, знаете, уважаемый суд, я что-то тоже забыла, может быть, я пропустила, данная санкция должна касаться и правительственных наград, которые, возможно, были награждены подсудимые. Они тоже должны быть лишены данных правительственных наград. Поэтому просим вынести обвинительный приговор с лишением, полностью согласны санкции, которые просит прокурор Альхенов. И также авторами данного прения у нас все три адвоката: Адерханова, Жоспаева, Шурманбаева, и подписаны. Просим приобщить материал дела вместе с анализом доказательств.